Параметры проекта федерального бюджета. Эту тему обсудили на парламентских слушаниях. Там присутствовал Юнусбек Евкуров. Я выброс смотрю, уже тут навес горит полностью и все. Недоброе утро. В селе Барсуки сгорел частный дом. Хозяевам удалось спасти от огня лишь часть личных документов. Все обращения, которые были сегодня от граждан, будут рассмотрены и им даны ответы в письменном виде. Прием граждан по вопросам дошкольного образования. Депутаты, представители Минобра и единороссы пытаются решить проблемы жителей с устройством детей в детские сады. Подготовили, произвели все сварочные работы, опрессовку. И готово хоть сегодня запустить. Тепло в каждый дом. В Малгобеке готовится к отопительному сезону. Он начнется 15 октября. Ой, какая вкусная. Спасибо, девушки. Света, очень вкусно. Их встречают хлебом, солью в каждом регионе. Участники «Чайного экспресса» прибыли в Ингушетию. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Юнусбек Евкуров принял участие в парламентских слушаниях на тему о параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, которые прошли в Совете Федерации Федерального собрания России. В своем выступлении руководитель субъекта сообщил о проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются субъекты страны при составлении и исполнении региональных бюджетов. В частности, речь шла о нагрузке на региональные бюджеты вследствие передачи на исполнение дополнительных полномочий. В целях изыскания возможностей покрытия необеспеченных источниками финансирования расходов регионы активно начали привлекать кредитные ресурсы, как бюджетные, так и коммерческие. Но это решение загоняет субъекта в долговую яму. В этой связи актуальным остается вопрос сокращения избыточных полномочий либо их компенсации посредством оказания финансовой помощи, сказал Юнусбек Евкуров. Также он озвучил сложности, возникающие после строительства в республике учреждений образования и проблемы с лекарственным обеспечением больных онкологией и орфанными заболеваниями, а также уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Он обратился к депутатам за поддержкой посредством учета этих обстоятельств при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Выступления и предложения главы Ингушетии в Совете Федерации были поддержаны и приняты. Республика в корне отличается от других регионов по обеспеченности социальными проектами и объектами. Мы далеко отстаем и в процентном отношении и на 60, и на 80%. И сегодня, когда мы с помощью, в том числе федерального центра, строим большое количество детских садов, школ и других учреждений социального направления, у нас опять же возникает следующая проблема. Это дополнительное финансовое обеспечение по содержанию этих объектов. Из-за недостаточности финансовых ресурсов мы имеем сложности с лекарственным обеспечением. Также хочу отметить, для решения вот этих всех задач мы прилагаем усилия, направленные на рост налоговых поступлений в региональный бюджет. Возможность зарабатывать средства, деньги тем предпринимателям, которые активно сегодня включаются, работают. И благодаря им у нас довольно серьезные, в том числе и доходы. Но тем не менее, я повторяю еще раз, нам сегодня важно создание рабочих мест. В селе Барсуки сгорел частный дом. ЧП произошло около 7 часов утра. Пожарные расчеты прибыли вовремя, но справиться с огнем они смогли не сразу. В результате семье Умаровых нанесен большой ущерб. Они смогли спасти от огня лишь часть документов, хранившихся в доме. Репортаж Руслана Албагачиева.
Это утро для семьи Умаровых началось с суматохи и запаха гари. Глава семейства Юсуп вспоминает. Вышел на улицу, как обычно, выключил свет на столбе и уже собирался заняться каждодневными хлопотами, когда увидел дым, тянущийся из-под крыши в дальней комнате. Поняв, что к чему, Юсуп поспешил вывести семью из дома и сразу же вызвал пожарных. Я утром без 10:07 вышел, калитку открыл во дворе, прошел по котельной, потом в задний двор, посмотрел, что к чему. Ничего не было. Зашел в ванну, помыться, умыться, побриться. Это же время вспышки было, резкий перепад, свет было. Ну и то ничего не было там. Я потихоньку побрился, все. А после этого, минут 15 8-го, где-то хозяйка говорит, крыша горит. И я выбежал, смотрю, уже тут говорит, навес горит полностью, и все. Вот что было. Остальное, что вытащить там вещи, что было, мы не успели, одним словом. Огонь уничтожил практически все имущество. Дом за считанные минуты сгорел дотла. Сами жильцы и соседи первым делом бросились хоть что-то спасти из своего имущества. Но вытащить мало что удалось. Огонь уничтожил практически все. Первое сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 8:33. 8:47 первые пожарные расчеты уже находились у места пожара. Пожарные расчеты по прибытию на место сразу же приступили к тушению огня. На момент приезда спасателей огонь добрался до кровли дома. Очаг и причина возгорания пока неизвестны. В связи с тем, что была высокая скорость, линейная скорость распространения огня, локализовать его в том объеме, той площади не получилось. После тушения огня спасатели МЧС первым делом взялись разбирать крышу дома, а точнее то, что от нее осталось, во избежание обрушения. Работа ведется очень аккуратно, но в то же время и быстро. Нельзя терять ни минуты, иначе огонь может вспыхнуть с новой силой. Если не пролить, тлеющий может обратно возгореть и может обратно возобновиться пожар. На место пожара прибыл и глава сельской администрации, который отметил, что местные власти постараются оказать погорельцам посильную помощь. Будем смотреть, какие-то меры принимать и постараемся заактировать, вот это все довести до нужных учреждений, чтобы помогли людям, семье. Тут же все, в принципе, видно, что все сгорело, ничего нету, дотла, все. Семья Умаровых осталась без крыши над головой. Пока выясняются причины пожара, им придется ютиться у родственников. Руслан Албогачев, Михаил Танкиев, Магомед Дидигов. Новости 24. Юнусбек Евкуров провел встречу, на которой обсудили тему развития бокса в регионе. Руководитель субъекта считает, что этот вид спорта второй по популярности в мире после футбола и поэтому требует особого подхода. В продолжение темы генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что цель их визита – наладить взаимодействие с республикой в дальнейшем развитии бокса. Глава региона заверил собеседников в том, что он может рассчитывать на помощь с его стороны. Евкуров поручил министру по физической культуре и спорту Дауду Алхазурову разработать план дальнейших действий, в том числе подготовить предложения по развитию клубов и проведению соревнований на базе республиканского зала бокса. И сейчас еще олимпийский бокс, мы больше не говорим любительский, теперь что у нас олимпийский бокс и профессиональный, это одна федерация стала теперь. Вот, занимается, так как профессиональный бокс, он начинается от олимпийского бокса. Вот и сейчас задача ездим по регионам, обсуждаем совместное взаимодействие, чтобы поднять бокс уже на другой уровень, потому что он, если взять по всему миру, на сегодняшний день он уступает только когда футбол, чемпионат мира или Европа по популярности. Семинары и ездить по регионам тоже. Вот, нам хотелось бы, чтобы это личная ваша поддержка, именно касаясь по боксу, чтобы с федерацией здесь чуть поменять ситуацию по поводу популяризации и самого развития бокса. Какая задача, установка должна быть тренером. Для этого надо помочь. У них должна быть жесткая установка. К какому-то эпизоду они должны выйти в какой-то весовой категории. А то у нас получается, что мы там, маломальского даже чемпиона России даже близко нет. Мы же там в этом плане, который мы провалили любительский бокс. Вот здесь уже смотрите, составьте план, как мы видим, уже согласуйте там совместно.
и по, как мы тогда совмещаем тех же боксеров, если кто-то желает там в профессионалах выступать, может как он получать лицензию в олимпийском виде, да? Да, они лицензию получать должны, и промоутеры, боксеры, все, аттестацию проходить. Как мы развиваем непосредственно, давайте там, есть сегодняшние топовые бойцы, какие-то у нас есть, боксеры. Как мы им тогда индивидуальную тренировку ставим, начиная от СКФО, чтобы они выходили там уже на другой уровень уже. Вот таких там, пусть это будет по 3 человека там, в каждой весовой категории, но чтобы ими отдельно, индивидуально занялись всегда. И следующий вопрос, как мы клубы развиваем. У нас вот по линии М1 есть хорошая практика, дорога в М1. Здесь тоже там, посмотрите, чтобы как минимум 4 там промежуточные соревнования республиканские мы проводили. По боксу тоже. Это надо делать. Это должна делать сама федерация. Это даже там вы, как Министерство спорта, почетный гость там приглашен, а это федерация делает. На базе любого клуба 4 соревнования. Если эти бойцы будут хотя бы 4 соревнования в год проходить, а вы там приглашаете соседних регионов всегда. Почему нет? Вот у вас и получится хорошая там практика. Более 10 человек смогли обратиться с вопросами к депутатам, представителям Минобра и партии «Единая Россия». В селе Нижние Челуки прошел прием граждан по вопросам дошкольного образования. Он проходил в рамках проекта «Единоросса» в детские сады детям. Светлана Томова продолжит. Залина Келигова своего младшего сына записала в электронную очередь 1,5 года назад. И уже с минувшего сентября ребенок должен был пойти в детский сад. Только почему-то проверка списка в МФЦ показала, что очередь мальчика наступает только в 2019 году. Когда ему будет 4 года. Но это меня не устраивает, потому что у меня 7-летний больной мальчик, у которого диагноз задержка психоречевого развития и аутизм. Ну, некоторые черты аутического характера. Мне обязательно приходится с ним выезжать. Выезжать приходится, но, к сожалению, из-за этого мальчика, ребенка маленького, которого не с кем оставить, мне мало чего получается с этим ребенком. В этом вопросе комиссия обещала разобраться в ближайшее время. Всероссийский день приема родителей проходит сегодня в 72 регионах страны в рамках партийного проекта «Единая Россия». Эта акция направлена на обсуждение актуальных вопросов дошкольного образования. Основная, самая тяжелая ситуация – это прием детей в детские сады. Мест не хватает, садов мало, детей много, поэтому в основном приходят родители, у которых есть какие-то объективные причины, способствующие тому, чтобы их детей зачислили вперед, быстрее. То есть это инвалиды, это дети-сироты. Вот такая категория. Дети сотрудников правоохранительных органов, погибших там. Аза Арчакова просит помочь ей с трудоустройством. В этом году девушка окончила Ингушский медколледж и ищет работу по своей специальности. Ей повезло. Тут же выясняется, что в коррекционной школе-интернат как раз свободна вакансия медсестры. Азе предложили эту должность, правда, с испытательным сроком. Единственное, хочу вас предупредить о том, что у нас испытательный срок идет на 3 месяца. Как вы справляетесь, какая с возможными обязанностями. Там уже дальше от вас зависит, насколько вы у нас будете долго работать. Каждый вопрос для дальнейшего рассмотрения заместитель министра образования сразу же фиксирует. Отмечает, что родители в министерство за помощью ранее не обращались, но постараются найти решение к каждой озвученной проблеме. Все обращения, которые были сегодня от граждан, будут рассмотрены и им даны ответы в письменном виде. Вопросов у родителей немало. Среди них не только застывшая электронная очередь, но и чаще перевод ребенка из одного детского сада в другой в связи с переездом. Все обращения были внимательно выслушаны и даны исчерпывающие ответы. Также удалось разъяснить в рамках вопросов по дошкольному образованию, по детским садам, дать разъяснение родителям по проблемам, которые возникают у них с электронной очередью, а также где-то уже конкретно дать решение и оказать содействие в решении их проблем даже в тех населенных пунктах, где нет электронной очереди из-за отсутствия детского сада.
Всероссийский день приема родителей прежде всего возможность выявить общие и системные проблемы дошкольного образования в регионах и привлечь к ним внимание партийцев и депутатов. Светлана Томова, Гапурчах, Киев. Новости 24. Сегодня во многих странах отмечают Международный день врача. Он считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира и праздником всех представителей врачебного сообщества, кто, следуя клятве Гиппократа, оказывает медпомощь нуждающимся. С профессиональным праздником медиков поздравила Мадина Пугоева. Она побывала в одном из медзаведений республики. В данный момент нет никаких противопоказаний. Тем более, если рубец хороший, если ты чувствуешь себя хорошо, если ты уверена в себе, ты можешь спокойно рожать. Вот так акушер-гинеколог по призванию Мария Шадыжева подбадривает своих пациенток. За чуткость и проницательность ее любят и коллеги, и пациентки. Сейчас для Марии важно, чтобы роды Елены прошли без осложнений. Девушка на 9-м месяце беременности. Через неделю ей предстоит родить 4-го ребенка. Учитывая, что ранее уже провели кесарево сечение, повторные самостоятельные роды могут пройти с осложнениями, говорит врач. Но волноваться незачем, уверена Мария. В случае чего медики будут готовы провести дополнительную операцию. Тем более, что за 47 лет работы опытному врачу пришлось столкнуться с десятком сложных случаев. Диагноз у него внутриутробная гипоксия плода, острая, и его оперировали поэтому. Тахикардия была, очень частое сердцебиение было, и поэтому взяли на операцию. О своем высоком профессионализме и преданности профессии Мария Шадыжева заявила с первых дней работы. Сразу после института она начала трудиться в Кыргызском республиканском родильном доме. Буквально через 4 месяца ее уже назначили заведующей отделением. Шаг за шагом молодой и перспективный врач поднималась вверх по карьерной лестнице. Успела поработать дежурантом, заведующей женской консультацией и отделением патологии беременности и даже главным врачом. У меня в семье есть медицинские работники были. У меня 2 снохи медицинские врачи были, 2 брата врача было. 2 племянника врачи. И поэтому у нас целая династия. И у нас еще есть человек, который в 1935 году окончил первый Ростовский медицинский институт, это мамин брат был, и работал здесь заместителем министра здравоохранения Чайно-Ингушской ССР. Так что моя судьба была, что называется, предопределена. Сейчас Мария Шадыжева – заместитель главного врача Ингушского республиканского центра охраны материнства и детства. Хлопоты с бумажного волокита она успевает совмещать с оперативными вмешательствами и консультацией рожениц и молодых врачей. Медицина – это такая эмпирическая наука, которая требует очень большого внимания к себе и очень больших знаний. Работать нужно над собой всегда. Если этот человек не делает этого, то это навряд ли будет специалистом. И работать причем так, вы знаете, не только в интернете полистал и прочитал, а надо посмотреть и осмыслить то, что там написано и как там написано. Это хорошо понимают и ее коллеги. Бесценный опыт Марии Шадыжевой перенимают не только молодые специалисты, но и те, кто в этой области трудится уже больше 20 лет. Заведующая родильным отделением Аза Албакова уже не первый год работает с Маретой бок о бок, а потом узнают ее лучше всех и как профессионала своего дела, и как хорошего человека. Все какие-то такие сложные случаи мы всегда бежим и советуемся обязательно с Марией Салангиреевной. Но она и очень строгий начальник, да. Строгий начальник, потому что мы получаем довольно-таки часто по шапке. За почти полувековой труд и десятки спасенных жизней указом Владимира Путина ей присвоили звание заслуженного врача России. В свой профессиональный праздник она также трудится на благо медицины, самоотверженно и без тени сомнения. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Малгобеки готовятся к отопительному сезону. Город Воинская Слава отапливает 2 котельные. На сегодняшний день часть ремонтных работ удалось завершить. Тепло в малгобекские дома подадут 15 октября. О ходе подготовки к отопительному сезону наш корреспондент. Отопительный сезон в республике должен пройти без сбоев. В каждом городе и сельских поселениях ответственные службы готовятся, чтобы вовремя дать тепло. Ремонтируются, заменяются котельные во всех жилых домах и организациях. Малгобеки, к примеру, на участках теплосетей проводят последние штрихи перед запуском отопительного сезона. Подготовили, произвели все сварочные работы, опрессовку. И готовы хоть сегодня запустить. Сейчас мы заполняем сеть водой, предварительную проверку делать будем. И будем готовиться к отопительному сезону. Малгобек отапливает всего 2 котельные. Работы по подготовке к сезону здесь не прекращаются последние несколько месяцев. Вторая, что обслуживает центральную часть города, полностью готова к отапливанию. Все котлы отремонтированы и практически готовы к запуску. После отопительного сезона у нас текущий ремонт котлов. На этой котельной был текущий ремонт котлов, на второй котельной ремонт
Сначала опрессовка, потом ремонт тепловых сетей, ремонт с заменой задвижек в колодцах, на тепловых сетях. На сегодняшний день работа в обеих теплоснабжающих организациях завершена на 90%. С 5 по 10 октября проведут опрессовку во всех домах города, то есть проверку системы закачивания воды. Также проведен ремонт теплотрасс и инженерных сетей по некоторым улицам Малгобека. Работу мы еще провели месяц тому назад по ремонту теплосетей. Несколько участков мы заменили, а в некоторых участках, провели ремонт, текущий ремонт. Котельные отапливает 52 дома, 2 детских сада, школу и ряд организаций. Работники администрации лично проверяют готовность котельных к отапливанию. Объезжают образовательные учреждения, проверяя, в каких условиях учатся дети, пока не будет дано тепло. Проверяем отопительную сезонную готовность нашего и отопления. Котельные проверяли садики. По школам пойдем сегодня, подвальные помещения будем проверять. Посмотрим, есть ли какие-то утечки, так как уже начальник ПЖК ответил на эти вопросы, то мы думаем, что мы будем готовы. Хотя отопительный сезон начинается только 15 октября, точная подача тепла главным образом зависит от погоды. Согласно правилам технической эксплуатации тепловых сетей, отопление может быть включено, если средняя температура на протяжении 5 дней сохранялась на отметке ниже 8 градусов. Пока погода резкими перепадами не удивляет, синоптики даже обещают тепло, правда ненадолго. Радат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии началась подготовка к осенней призывной кампании. На срочную службу из региона отправится 200 человек. Это на 100 призывников больше, чем в весеннем призыве. По словам вице-премьера Зяудина Дарубекова, осенний призывной наряд был увеличен с учетом пожеланий руководства республики и военного комиссариата региона. Дарубеков подчеркнул, что ребята из республики пройдут службу в различных войсках, воздушно-десантных войсках, военно-воздушных силах, сухопутных, железнодорожных войсках и Нацгвардии. У региона большой призывной потенциал, около 12 тысяч человек. Добровольцев, желающих пройти срочную службу, в 3-4 раза больше, чем призывается из региона, сказал вице-премьер. Отметим, что первая группа новобранцев из республики должна отправиться на службу в середине октября. Сразу 4 ингушских файтеров одержали победы на втором турнире по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб в войнах». В турнире, проходившем в Дагестане с 16 по 17 сентября, участвовало более 500 спортсменов. Наши бойцы выступали в весовых категориях от 52 до 66 килограммов. Ингушские файтеры завоевали пояса лиги. Акрамат Хадзиев и 3 брата Азмулиных выступили от бойцовского клуба «Магаз». Золотая ногти, 52 категории, первый бой, это полупрофессиональный бой, 2 раунда по 5 минут. Первый раунд, это хамажет, еще а второй раунд, легко очень хаянучо, все ладиха, по баллам кофе, по решению судей. Сақобой халыр ногчештани. Первый бой технический нокаут кофе алыр, ашмитаби асоцер бой. Второй бой по решениям судьям кофе аквалаур ворс ногчецами кофе алыр по решениям судьям. Новые сорта помидоров и картофеля, а также совершенно редкие для нашей республики бобовые культуры. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства уже 6 лет занимается исследованиями новых сельхозкультур, которые могут прижиться в условиях местного климата. Ученые также заняты разработкой проектов, которые могут кардинально изменить сельское хозяйство в регионе. Все подробности у Аймины Боковой. Арахис на ингушских полях, а еще фасоль и пшено. Совсем скоро это станет реальностью. Исследователи НИИ сельского хозяйства республики решили отойти от изучения классических для нашего региона культур – картофеля и кукурузы – и внедрить совершенно новые. Арахис, родина которого Южная Америка, на наших полях уже засеяли этой весной. Сейчас первые образцы урожая поступили в лабораторию института. Образцы мы собирали 2-3 дня. Сейчас мы ведем определение биологическое пока урожайность. Конечно, она будет выше, чем фактическая. Пока биологическую урожайность определяем, потом потери, все это снимаем, получаем фактический урожай. Но на сегодняшний день неплохо. Вот по арахису, допустим, у нас на Багаре в условиях, где нет орошения, порядка 10-15 центнеров. Если вводить орошение, то арахис можно получать порядка 40 центнеров с гектара.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства работает в республике с 2011 года. На месте опытной станции, открытой в 1993 году. С приобретением статуса института учреждение расширило свою деятельность. Появилось новое оборудование, увеличился штат сотрудников. За 6 лет труда ученые провели ряд различных исследований. Самое глобальное из них – агроэколого-географическое районирование территории. Несмотря на небольшую протяженность в Ингушетии, встречаются почти все климатические зоны, от степной до арктической. Поэтому специалисты предлагают поделить Ингушетию на агроклиматические зоны и выращивать в каждом пункте ту культуру, которая лучше приживается в этом климате. Есть определенные экологические ниши для всех сельскохозяйственных культур. Так, например, Назрановский район, вот такая восточная часть Назрановского района, она больше подходит для возделывания пропашных культур. Это кукуруза, подсолнечник, картофель. Кроме того, под картофель и под подсолнечник, под кукурузу также подходит вот лесостепная зона. Это район Сурхахов, Экажево, Алиюрт, вот такие места. Малгобекский район, он больше подходит под возделывание зерновых культур. Особенно вот семеноводство зерновых культур необходимо располагать в Малгобекском районе. А семеноводство картофеля необходимо в горах. Специалисты считают, если учитывать агроэкологический подход при сельхозпроизводстве, то можно без дополнительных затрат увеличить валовый сбор урожая. Исследованию этого направления здесь посвятили почти 10 лет. Чуть позже этой темой заинтересовался академик РАМОН профессор Жученко, который написал много трудов. Также в ней могут похвастаться разработкой новых удобрений. Микробиологических препаратов, таких как Биоплант, Флора, Мерс марки Б и Биобарс М, они удваивают урожайность. Вот этого литра этого микробиологического препарата достаточно 1 гектар поливать его. И предварительно даже семена замачивают, прежде чем посадить, чтобы у них была биологическая активность роста. Немало внимания здесь уделяют овощеводству. Исследования по выращиванию помидоров в парниковых условиях прошли успешно. Однако основная проблема, с которой сталкиваются исследователи и которая мешает массовому производству овощей в республике, это отсутствие первичных гибридов местного производства. Гибрид – это первое поколение овощей. Вот только гибрид дает тот урожай, который необходим. И если мы не сумеем организовать это гибридное овощеводство, чем мы сейчас пытаемся заниматься, овощеводство очень сложно будет как-то характеризовать. Еще одна проблема – отсутствие высококачественного оборудования. Лаборатория института не позволяет проводить сложные анализы, поэтому ученые сотрудничают с лабораториями соседних республик. В 2018 году НИИ планирует подписание договора о совместной деятельности с Краснополянской опытной станцией по пчеловодству. В планах и выращивание растений в фитосанитарных условиях горной местности для Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Свои опыты в сельском хозяйстве проводит и Исраил Мурзабеков. Он намерен вывести новую породу овец. По его задумке, селекционные особи будут отличаться от своих сородичей длиной шерстью и вкусовыми качествами мяса. Единственной преградой к реализации идеи фермера является отсутствие земельного участка. Слово нашему корреспонденту. Вот отличается, смотри, у него грива, из чистой ости грива у него. А это полутонкорунная шерсть, полутонкая считается. На носу гордынка, как у этого, гисарская порода. Морда похожа на гисарскую породу, а тело совсем другое. Эти овцы не капризны и особого ухода не требуют. К ним желательно относиться с душой, говорит Исраил Мурзабеков, так как любое животное это чувствует. Фермер с гордостью показывает свое небольшое хозяйство, которое один поднимал с нуля. Исраил уже давно загорелся желанием вывести новую породу овец. Несколько лет назад перенес инсульт, но желание и стремление заниматься любимым делом переборола болезнь, и мужчина встал на ноги. Правда, до сих пор у фермера работает только одна рука. Я решил взять 3 направления. Крупная, средняя и мелкая особь. И все 3 направления у меня уже получились, как вы видели. Вот дальше буду продолжать эту работу. Постараюсь удержать все эти 3 направления. И, скорее всего, из этих 3 направлений я сделаю одно направление, чтобы получить более лучшую овцу с более высокими показателями продуктивности. Животные будут обладать отличным иммунитетом и выносливостью при правильном уходе и кормлении, делится фермер. На первое кукуруза, а на второе сено, и так 3 раза в день. От этого тоже во многом зависит вкус мяса и качество шерсти, говорит Исраил.
Аппетит хороший. Значит, вот это здоровый дикий донос. Больное животное не можешь так кушать. Если у них аппетит хороший, значит они здоровые. И, кстати, кормит фермер овец исключительно кукурузой, которую выращивает сам. Ведь чтобы добиться результата, надо стараться не жалеть и своего времени. И через пару лет можно вывести свою породу. У меня есть белый сорт, чисто наш ингушский, которым питались наши предки. Делали кукурузу, муку. И сделали из муки чурек, галушки. Вот и здоровье у них было, естественно, хорошее. Также у меня есть и другие сорта. Сахарная кукуруза, желтые сорта. И где-то 7 или 8 сортов гибридных я сам вывел, скрещивая разные сорта. Так как они являются более урожайными. Правда, земли собственной у фермера нет, однако за 5 лет Исраил вывел более 20 сортов кукурузы и гордится, что его продукт натуральный. Овец я держу все время в стойловом содержании. Выпаса нету. Если бы были бы у меня условия для дальнейшего нормального развития хозяйства, я бы быстрее достиг бы своих целей и дал бы хорошие показатели. На достигнутом фермер решил не останавливаться. Чтобы вывести ингушскую породу овец, хозяйство нужно расширять. Но пенсии по инвалидности Исраилу и сейчас еле хватает. Поэтому овцевод очень надеется, что его идея получит поддержку от государства. Залина Могушкова, Фатима Галаева, Рамзан Зурабов. Новости 24. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг российских регионов с наибольшим и с наименьшим количеством иномарок. Топ-10 регионов с наименьшей долей иномарок в автопарке открывает Дагестан – 23%. За ней следуют Чечня и Ингушетия – 27 и 29% соответственно. По данным аналитиков, доля иномарок в российском автомобильном парке составляет 60%. В середине этого года в стране насчитывалось более 25 миллионов машин зарубежного производства. Рейтинг регионов с наибольшей долей иномарок возглавила Калининградская область – 95,5%. На второй строчке списка с наибольшим отставанием расположился Приморский край – 93%. Оба этих региона являются анклавами иномарок. Присутствие в топ-10 регионов с наибольшей долей иномарок дальневосточных субъектов России. Эксперты объясняют их территориальным соседством с Японией. Повсеместное распространение иномарок в столичных регионах аналитики связывают с более высокой средней заработной платой. Оказалось, что Ингушетия занимает предпоследнее место от общего количества автомобилей в республике. Внедорожники и кроссоверы составляют всего 9%. В Ингушетию прибыл «Чайный экспресс». Его туристический маршрут пролегает через субъекты Северного Кавказа. Стартовал состав столицы страны. В каждом регионе туристов знакомят с местными достопримечательностями. В Ингушетии гостям открылись равнины и горный район республики. В частности, они посетят Асинское ущелье, через которое проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. А началось путешествие туристов с экскурсии по мемориалу памяти и славы. Материал Залины Могушковой. 7:05 московским поездом на железнодорожную станцию Назрани прибывают путешественники туристического маршрута «Чайный экспресс». Группа из 30 человек, которых объединило желание увидеть Северный Кавказ, начала свой путь в Москве. Прежде чем достигнуть Назрани, туристы провели экскурсионный день в Ростове-на-Дону, который неофициально именуют воротами Кавказа. На ингушской земле туристов «Чайного экспресса» встречают традиционным угощением. Ой, какая вкусная. Спасибо большое, девочки. Света, очень вкусно. Спасибо. Как сказать спасибо по-вашему? Я вам расскажу Баркал. Баркал? Ага. Баркал. Ой, замечательно. Насыщенный экскурсионный день начинается с мемориала памяти и славы. Гид-экскурсовод подробно знакомит с историей ингушского народа, отображенной в многочисленных памятниках этого комплекса. Каждый камень, плита или мемориальная доска рассказывает, что история народа уходит корнями в древность. Без приказа, без предложения командующего ингуши решили напасть именно в лобовую 500 всадников на железную дивизию Хайзера. Ольгу Ризаддинову из рассказов экскурсовода больше всего впечатлила история Кавказской дикой дивизии. Не раз слышала о легендарном полке горцев, правда, без таких подробностей. Девушку также поразила история, связанная с этим неприметным на первый взгляд старым вагончиком. В
очень произвело огромное впечатление. Если учесть то, что даже гид, который нам все это рассказывал все это также со слезами на глазах, это настолько впечатляет, что люди до сих пор, хотя на давность событий, несмотря, да, переживают за историю своего народа, за историю своего государства. Это очень, на самом деле, пропитываешься вот этим всем. За этот год «Чайный экспресс» второй раз совершает железнодорожный круиз. Первый состоялся еще весной. Чаще всего туристов привлекает удобство маршрута, ведь за 6 дней путешествия по Кавказу их ждет большая программа. «Чайный экспресс» ежегодно все больше привлекает к себе внимание российских туристов, а порой из-за рубежа. В этот раз у нас люди собрались из различных уголков России, то есть начиная от Калининграда, заканчивая там Ставропольским краем. Люди, во-первых, и по отзывам, зная то, что у них есть возможность проехаться по Северному Кавказу и посмотреть все культурные объекты и природу Северного Кавказа. Инициатором запуска железнодорожного туристического круиза стала Ингушетия. Идея заключалась в том, чтобы вспомнить хорошо забытое старое. Ведь в советские годы поезда с туристами разъезжали по Кавказу по всем направлениям. Туристы вновь познают юг России, о котором так долго складывалось совсем другое представление. С каким трепетом относятся к своей культуре, к своим героям, к своему народу, и вот все это рассказывают, знают. И как-то мне кажется, что не все народы способны поделиться своими знаниями о подвиге своих предков. Вообще очень красивый комплекс и впечатляет действительно. Туристам предстоит путешествие в горную Ингушетию через Асинское ущелье. Там они посетят основные достопримечательности, как Игикал, Тхабаирды и не только. Далее их путь лежит во Владикавказ, Грозный, Дербент и Минводы, а завершится круиз «Чайного экспресса» 6 октября в отправной точке. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Пилотируемый концепт мультикоптера презентовали в концерне «Калашников». Уже прошли первые летные испытания нового аппарата. В дальнейшем изобретатели обещают продемонстрировать его практическое применение. Одноместный мотоцикл поднимался в воздух в присутствии главы Ростеха Сергея Чемезова. Из видео становится понятно, что аппарат оснащен 8 пропеллерами, расположенных по бокам. Питание мотоцикл получает от аккумулятора, который находится за пилотом. Устройство может поднять в воздух только одного человека, который управляет им при помощи джойстика. Возможно, летающий мотоцикл будут использовать для транспортировки людей и негабаритных грузов. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в 21 час. Всего доброго.